Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Одним из самых громких научных открытий 2019 года стало определение возраста самой древней собаки на северо-востоке Азии – щенка по имени Догор, обнаруженного в Якутии. Какие сейчас исследования ведутся? Удастся ли определить, это детеныш волка все-таки или собаки? И какие еще находки могут вызвать в скором времени интерес мировой науки? В канун Дня российской науки об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это заведующий экспозиционным отделом музея Мамонта Сергей Федоров. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашей беседы, наверное, спрошу волнующий вопрос больше всех. Многим интересно, какие сейчас исследования проводятся с щенком, которого нашли, и что, кроме возраста, еще удалось установить. Да, во-первых, хочется сказать, что это действительно уникальнейшая находка. Последних лет, я не побоюсь этого слова, уникальный. Дело в том, что таких аналогов таким находкам нет. И на данный момент составлена научная программа. Определены те люди, которые будут заниматься, те ученые, которые будут заниматься исследованием. Мы планируем 15 сентября вывести его в Швецию, в Шведский музей естественной истории, и попытаться его отсканировать, провести их компьютерную томографию. А компьютерная томография, она будет проводиться в университете Упсала. Это старейший шведский университет, основанный аж в 1477 году. Также активное участие хотят принять в исследовании те институты, те университеты, с которыми мы очень долго работаем. Это, во-первых, университет Тюбингена из Германии, университет Оксфорда, и впервые изъявила желание участвовать в проекте ветеринарная лаборатория, ветеринарный институт бельгийского города Гент. Она известнейшая ветеринарная клиника, очень дорогая, но они согласились бесплатно нам провести исследования, которые необходимы для исследования нашей находки. До этого щенка были найдены же и другие собаки, по ним какие открытия были сделаны? Да, эти находки идут в рамках научно-исследовательского проекта СВФО. Проект называется «Плейстоценовые и послеледниковые псовые извечные мерзлоты Якутии». И вот эти туматские собаки, которые были найдены в 2011 и 2015 годах, это те же щенки. И самый интерес, самая интрига в том, что они по ДНК тоже не определены. Датские ученые в Копенгагене, которые проводили эти исследования, говорят, что скорее волк, чем собака. И очень было бы интересно сравнить с этими находками нынешнюю находку. Летом этого прошлого года вышла статья в одном из высокорейтинговых журналов о исключительных исследованиях. Дело в том, что у туматского щенка номер 2 обнаружена самая древняя в мире РНК возрастом 12,5 тысяч лет. Самая древняя РНК, рибонуклеиновая кислота, найденная, обнаруженная до сих пор из доисторических останков животных возрастом всего лишь 700 лет. Я считаю, что открытия, которые последуют именно с углубленное изучение вот этих вот щенков, находок на территории нашей республики, могут действительно внести что-то новое в фундаментальную науку. А как вот экспонаты попадают к вам в экспозицию? Это все-таки какие-то случайные находки или результат планомерных научных исследований и экспедиций? Да, в основной своей массе в последнее время экспонаты попадают одним путем. Дело в том, что из-за повышения цены бивня мамонта на китайском рынке, тут нету большого секрета, республика переживает определенную такую мамонтовую лихорадку, особенно ее северные районы. И в основном это, конечно, черные копатели. Я бы воздержался от слова «черные копатели». Дело в том, что это лицензионный вид добычи. Там, где есть лицензионные добытчики, естественно, есть и нелицензионные местные жители. И с изменением методов добычи, с улучшением методов добычи, сейчас зачастую они применяют мощные струи мотопомп,
Здесь тоже нету большого секрета, и качество находок улучшилось. И я хочу вам открыть, возможно, небольшой секрет, что ни одна великая находка за всю историю исследований мамонтовой фауны, она на самом деле не была сделана учеными в ходе своих ученых экспедиций. Абсолютно все находки делают местные жители. Начиная с самой первой находки 1771 года, достоверных находок останков шерстистого носорога с мягкими тканями. И вот в течение 250 лет абсолютно все находки делают местные жители. А вот эти находки потом у них выкупаются каким-то образом в пользу государства, или местные жители их передают в дар безвозмездно? Да, ну тут нужно подчеркнуть, что только в советское в наше время народ дарил музеям на безвозмездной основе. Сейчас, конечно, в основном пытаются продать. Ну, а университет изыскивает средства, Академия наук изыскивает средства, чтобы как-то их стимулировать и в какой-то форме, в той или иной форме, конечно же, мы пытаемся вознаграждать. Но другое дело, что нету прескуранта. Как зашел в булочную, черный хлеб стоит столько-то, белый столько-то. Такого нету. И поэтому один предлагает 3 рубля, а другой говорит 3 миллиона. И поэтому очень сложный путь проделывает иногда тот экспонат, который становится, тот объект, палеонтологический объект, который становится объектом музеев и достоянием науки. Очень сложный путь. Из последних находок какие бы вы могли отметить, из последних экспонатов, вернее, попавшие к вам в музей? Самых ценных, естественно. Да, конечно же, это находка раскопки мамонта с кровью. 2013 года, это остров Малый Ляховский Новосибирских островов. Это действительно исключительная находка, о котором говорил весь мир. Потому что все-таки мамонт – это символ всех вымерших животных. И это бренд. И все ученые мира, которые занимаются в той или иной мере, пусть даже попытками клонирования, они все равно вертятся, крутятся около мамонта. Потому что это большое, очень харизматичное животное и самый настоящий бренд России и самый настоящий бренд Якутии. Вот в моем понимании в Якутии 5 брендов. На первом месте это, конечно, холод, на втором месте алмазы, на третьем месте ленские столбы, на четвертом месте все-таки стоит олень, это символ всех северов, Санта-Клаус и тому подобное, и на пятом месте стоит мамонт. И наша задача музейных работников и тех людей, кто занимается наукой, сделать все возможное, чтобы переместиться на 4-е место, потеснить оленя. Но учитывая, что мамонт и ленские столбы есть только у нас. Да, безусловно. Вот расскажите, экспонаты, попадающие к вам в музей, ну, естественно, они проходят сначала какую-то первоначальную обработку. Как они потом в музее хранятся? Нужно же какие-то специальные условия создать. Вот как с этим обстоит? Да, в первую очередь, конечно, они проходят все ветеринарные исследования. Дело в том, что в них могут сохраниться те неизвестные болезни, те неизвестные микробы, бактерии, которые могут быть опасны и патогенны для человека. Поэтому наша задача не допустить, тем более мы находимся в образовательном учреждении Северо-Восточном федеральном университете, в корпусе факультета естественных наук, и, естественно, в первую очередь это безопасность. Хранение. Что касается хранения, они хранятся у нас в морозильной камере производства Новосибирский СИП-холод, при котором поддерживается определенная температура минус 18 градусов. Минус 18 градусов, и на период, если даже у нас уйдет свет, в автономный источник питания на всякий случай, и в таком недоступном для широкого круга посетителей мы храним эти останки. А во время экспозиции? Во время экспозиции они, конечно, подвергаются определенным консервирующим воздействию определенных консервирующих растворов. Это стандартные музейные приемы, которые предполагают, и они находятся, конечно же, без доступа человека в витринах. Вот музей Мамонта – это, безусловно, один из самых посещаемых музеев в нашей республике. Расскажите об экспонатах, которые чаще всего, больше всего удивляют и восхищают посетителей музея. Сразу навскидку сказать сложно, но по степени, конечно, это скелет мамонта.
Но многие посетители бывают очень жестко зачарованы размерами мамонта. Почему? Потому что в понимании у многого количества людей мамонт должен быть как скала, огромный как гора. И поэтому определяется, я наблюдаю в течение многих лет вот определенное разочарование размерами. Ну и, конечно же, сам натуральный муляж мамонта, на изготовление которого мы в свое время, в 2001 году, потратили 450 хвостов якутской лошади. Да, вот этот тот момент. Дело в том, что структура шерсти мамонта и структура хвоста и грифа якутской лошади, они почти на внешний взгляд, на визуальный взгляд идентичны. И поэтому мы сочли возможным по настоянию директора музея мамонта, основателя, доктора биологических наук Петра Алексеевича Лазарева, использовать для этого муляжа именно хвосты якутской лошади. Ну вот кроме разочарования в размерах мамонта, когда он оказался меньше, чем ожидалось, есть ли еще какие-то мифы, которые вы во время своих экскурсий о мамонтах развеиваете? Конечно, безусловно, это в основном исторические, будем так говорить, предания, исторические легенды. Вот тема моей кандидатской диссертации, на самом деле, она называется «Исследование истории исследований млекопитающих четвертичного периода с 17 по 20 век». То есть тема моей научной работы, она, опять же, продолжение той же моей экскурсии, но только в более расширенном варианте. Поэтому одно из существенных – это проклятие мамонтов. Оно испокон существовало, и даже когда вот последние годы, когда люди берут, находят тот же бивень, находят те же останки животных, они обязательно выполняют некие обряды. Вот я с собой лично вожу мелкий бисер и лоскутки разноцветной материи. То есть ты взял от земли матушки и что-то должен отдать взамен. Вот эти вот исторические сведения чрезвычайно интересны для посетителей, потому что они, в основной своей массе, они не могут знать вот эти вот детали и тонкости, которые знаем мы, как те люди, которые занимаются исследованиями, изучением мамонтов. Вот в преддверии Дня науки хочется спросить, какова роль музеев в популяризации науки и, как вы считаете, в каком направлении должны развиваться современные музеи? Да, я, в общем, сторонник, конечно, консервативной точки зрения. Дело в том, что я, как музейный работник со стажем, перевидал огромное количество музеев. И мне не очень понятно, когда в огромном зале стоит один кувшин, пусть он как бы такой архиисторический, и вокруг никого. А это здание площадью не менее 3-4 наших музеев, площади нашего музея. Поэтому, на мой взгляд, помните, еще в Краеведческом музее, когда прошла реконструкция, многие люди говорили, почему сделали так, а та концепция, которая была, она была очень информативной по годам и по временам года. В нашем понимании мы сейчас тот образ, который создался, именно образ музея, который вот конкретно в нашем музее мамонта, мне кажется, он для своего времени, для начала 2000-х годов, он был настолько революционен, что его оформление, его дизайн, он остается актуальным до сих пор. И бывая в разных городах, посещая музеи разного рода, я скажу, что человеческий фактор, то есть живой рассказ, он обязан присутствовать. Почему? Потому что если ты ручками потрогал и ножками походил по этим мамонтовым местам, думаю, что рассказ и беседа, она будет гораздо более содержательной и более информативной, нежели тот металлический голос аудиогида. Вот в начале беседы вы упомянули о попытках клонирования, а вы верите? Это возможно? Верю. Однозначно верю, но не сейчас. Многие поколения ученых, они верили в это. В основном, конечно, в 90-е годы очень велик был интерес со стороны японских ученых. И в последние годы мы уже начали думать, что японские ученые уже прекратили эти исследования. Дело в том, что природные катаклизмы
техногенной катастрофы, которые преследуют японские острова, думали, что они свернули все дорогостоящие долгосрочные проекты. Но нет, с якутского мамонта, с мамонтенка Юки в прошлом году прогремела новость, что им удалось разбудить клетки мамонтов. В этом направлении очень активно идет Гарвардский университет американский, но у него несколько другой иной путь. Это расшифровка ДНК слона и внедрение туда расшифрованных участков генов мамонта. И в этом случае может на свет появиться мамофант. Мамонт плюс элефант, то есть, грубо говоря, это волосатый слон. Но я всегда говорю при своих экскурсиях в музее мамонта, то если когда-нибудь на свете появится мамонт, он обязательно будет иметь якутские корни. Потому что 87% всех мамонтов с мягкими тканями, и они обнаружены на территории нашей республики. Я благодарю вас за увлекательную беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Музею вашему процветания небывалого. Спасибо, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был заведующий экспозиционным отделом музея Мамонта Сергей Федоров. До встречи в эфире.